В связи с появлением ясности по строительству на территории Коми магистрального газопровода Ухта-Торжок-2 и готовящихся к реализации инвестиционных программ «Газпрома» на ближайших сессиях, бюджет региона может быть снова пересмотрен. Об этом нашему каналу заявила спикер парламента Коми, комментируя итоги встречи губернатора с Алексеем Миллером. С подробностями визита и информацией, которая осталась за кадром, Максим Васильев. Республика Коми – базовая и во многом ключевая территория для «Газпрома». Алексей Миллер в регионе не впервые, но именно сейчас он открыто рассуждал оценочно. С предыдущим руководством республики, по его словам, понимания не было. Сергею Гапликову же, один из крупнейших промышленных гигантов страны, готов оказывать всяческую поддержку. Проект газификации, уже, казалось бы, почивший в БОЗе, реанимируют. Средние цифры обеспечения голубым топливом городов и районов ниже общероссийских. Это не устраивает ни промышленников, ни региональную власть. Новая пятилетняя программа расставит свежие приоритеты. Мы оценили соответствующие возможности. Есть то, что необходимо доделать из предыдущего периода. Необходимо завершить обязательства, и те магистральные газопроводы, которые уже построены, они, к сожалению, загружаются на очень низкую, так сказать, на очень низкий процент. Это, безусловно, те инвестиции, которые «Газпром» делал с ожиданием ответной реакции со стороны республики. Эти планы тоже подвергнутся очень тщательному анализу. Мы все это увяжем в той самой программе, о которой сказал Алексей Борисович. Мы подтвердим свои соответствующие обязательства и заложим соответствующие прогнозы синхронизации на 16-20 с выделением 2016 года как основного начала подтверждения всех тех обязательств, которые республика на себя возьмет. Обязательства республики – это в том числе возврат долгов газовикам за поставку голубого топлива. Причем быстрый возврат долгов. До Нового года руководитель республики пообещал вопрос закрыть, и в этой уверенности Сергей Гапликов был достаточно убедителен. В свою очередь Алексей Миллер подтвердил свои инвестиционные планы в регион. Например, 370 миллионов в следующем году корпорация потратит на завершение строительства нового водовода на Вуктыле. Размер компенсации республики за дополнительную нагрузку на дороге при строительстве газопровода Ухта-Торжок-2 закрепят отдельным протоколом. Все новые газотранспортные мощности будут прокладываться через Республику Коми. Соответственно, объем транспортируемого газа через республику будет увеличиваться в значительном объеме, потому что Ямальский центр добычи в среднесрочной перспективе он станет главным в Российской Федерации. Дружеское рукопожатие и объятия на прощание. Такое свойское отношение с первым лицом «Газпрома» вряд ли может сегодня позволить себе любой губернатор. Сухие цифры договоров и по-человечески приятельские отношения совсем не одно и то же. Руководителю нашего региона, понятно, сегодня нужна поддержка сверху, и, похоже, первого политического джокера он для себя уже нашел. Максим Васильев, Владимир Шишкунов, телеканал Юрган, Ухта.